Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Молодым семьям Сосногорска вручили сертификаты на приобретение жилья. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Люди благородной профессии. Социальные работники отметили свой профессиональный праздник. Сарай под снос. Сосногорск избавляется от незаконных строений, портящих облик города. В рамках нацпроекта городскую детскую и юношескую библиотеку ждет большое обновление. В Сосногорском районе с 2007 года успешно реализуется программа обеспечения жильем молодых семей. Она предоставляет социальные выплаты на приобретение жилья. На минувшей неделе в администрации района такие сертификаты вручили сразу 3 семьям. Социальные выплаты были предоставлены за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Общая сумма более 2,5 миллионов рублей. Я с большим удовольствием вручаю свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Мосиных. Я вас поздравляю. Также сертификаты были вручены семье Демченко из Усть-Ухты и жительнице Нижнего Одесса Екатерине Пашинской. Ждали 4 года, собрали документы, сдали. Я уже, честно говоря, забыла об этом сертификате. Позвонила Вероника Александровна, специалист. Все на выдачу сертификата. Мы очень счастливы, очень рады. Теперь будет своя квартира у нас. Спасибо. Я очень рада, что мы это получили. Теперь у нас будет своя квартира. Добавлю, что воспользоваться полученными сертификатами семьи смогут до января 2020 года. Представители самой благородной и милосердной профессии, социальные работники, на минувшей неделе отметили свой профессиональный праздник. В городском доме культуры в этот день собрались не только виновники торжества, но и их подопечные. В начале слова благодарности. Глава района Сергей Дегтяренко в своей речи отметил всю важность этой нелегкой профессии. История социальной защиты нашего района уходит корнями в 1980 год, когда в Сосногорске был создан отдел социального обеспечения. И сегодня на ниве социальной сферы работают 200 человек, которые каждый день отдают частичку своего сердца для того, чтобы сделать жизнь других людей более счастливой, более уверенной, и чтобы они могли наслаждаться, полноценно наслаждаться жизнью. Дорогие друзья, примите слова искренней благодарности за вашу нелегкую и напряженную работу, за ваше терпение, доброту, оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей. День социального работника – праздник тех, чье сердце всегда открыто для людей, как, например, у сотрудников автономной некоммерческой организации «Забота». Мы с 1 октября 2017 года перешли как в отдельную организацию, автономная некоммерческая организация, но, тем не менее, мы остались в тесных дружеских отношениях с работниками государственного бюджетного учреждения, которые нам во всем оказывают помощь, поддержку. У нас с ним тесная работа по составлению именно этих СУ для граждан, которым мы сегодня оказываем социальные услуги на дому. Плодотворно работают сотрудники Центра по социальной защите населения и с городским обществом инвалидов. Сегодня совместными усилиями 2 организаций реализуется проект «Аниматик» по созданию детьми-инвалидами мультипликационных фильмов. Нам очень важно, чтобы сотрудничество наше продолжалось. И я хочу сказать большое спасибо даже Татьяне Федоровне, потому что какими вопросами я ей не обращалась, какими просьбами, она никогда ни в чем не отказывала, всегда помогала, поддерживала. В празднике принято чествовать людей, добросовестным трудом заслуживших награды. На сцене ДК вручали почетные грамоты и благодарности регионального профильного министерства и муниципального района Сосногорск. Среди награжденных Татьяна Тюльпанова. В Центр соцзащиты она пришла работать почти 5 лет назад. И за это время ни разу не пожалела об этом. Больше всего мне нравится в моей работе, что мы работаем с людьми. Мое направление деятельности, оно, конечно, сложное. Я не говорю о том, что если прихожу и вижу всегда какое-то благополучие, да, то есть я сталкиваюсь с жизненными проблемами людей.
с какими-то негативными, отрицательными факторами жизненными. И по роду своей деятельности мне приходится принимать какие-то решения и отталкиваясь, может быть, где-то когда-то от своего жизненного опыта и помогать людям. То есть принимать те или иные решения и помогать им выходить из трудной жизненной ситуации. В принципе, вот это мне больше всего и нравится в моей работе. Социальных работников с профессиональным праздником поздравили и сосногорские артисты. Песенные и танцевальные композиции стали приятным дополнением к наградам и словам благодарности. Павел Дурников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Местные власти продолжают работу по наведению порядка и благоустройства города. На прошедшей неделе управление ЖКХ выявило несколько несанкционированных построек, которые попадают под снос. Такие строения расположены на улицах Пионерская в районе дома 20 и Горького в районе домов номер 8 и 10. Принято решение о демонтаже этих строений, о вывозе как несанкционированной свалки. Сараи являются местом складирования мусора, привлечения бездомных собак, ну и портят просто общий облик города Сосногорска. Такие постройки возводили в то время, когда в домах использовалось печное отопление. Здесь хранились топливные дрова. Сейчас у всех централизованное отопление. Сараи уже не нужны. По мерам противопожарной безопасности они еще и опасны. В случае возгорания по неосторожному обращению с огнем пожарные службы просто не успеют приехать, и близлежащие дома пострадают. В случае, если жители хотят избавиться от крупного мусора, незаконных строений в своих дворах, им следует обращаться в управление ЖКХ. Но сначала следует уточнить, в границах чьего земельного участка находится данный объект. Но если эти строения находятся не на придомовой территории, они обращаются в управление ЖКХ, Куратова 2. Если эти строения расположены на придомовой территории, в границах земельного участка придомовой территории, они обращаются в свою управляющую компанию о сносе и вывозе сараев. В Сосногорской детской и юношеской библиотеке начинаются масштабные ремонтные работы. Их результатом станет создание на базе учреждения модельной библиотеки нового типа, которая предоставит подрастающему поколению новые возможности для развития. Это станет возможным благодаря национальному проекту «Культура», реализация которого в настоящее время идет по всей России. Подробности в нашем следующем материале. Городская детская и юношеская библиотека готовится к самому масштабному преобразованию в своей истории. 5 миллионов рублей из федерального бюджета и 2 миллиона из бюджета Сосногорского района пойдут на капитальный ремонт, обучение персонала и приобретение специального оборудования. Все это позволит создать библиотеку нового типа, отвечающую требованиям молодежи 21 века. Это один из приоритетов национальной политики нашего государства – развитие человеческого потенциала. Вот для чего это все и затевается? Для того, чтобы мы создали такое новое пространство, новое место, где человек может проводить и свой досуг, и повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, получать новые знания. Ну, то есть в каждой области, в каждом районе, в каждом населенном пункте планируется уже к 2024 году иметь сеть модельных библиотек. После ремонта библиотеку будет не узнать, говорят работники культуры. Изменится все, начиная с внешнего вида и заканчивая освещением. Посетители получат доступ к национальной электронной библиотеке, а работать они будут в специально оборудованных IT- и коворкинг-зоне. Дальше мы планируем в том помещении, где у нас вообще было все заброшено и давно не было ремонта, мы планируем сделать арт-холл. Это будет площадка также молодежная. Она будет оснащена подиумом. Там будут ковролины, вдоль стен будут высокие стеллажи до потолка, будет экран, проектор, будут новые кресла. В общем, то место, где мы предполагаем, молодежь может собираться, обсуждать какие-то свои интересные проекты. Здесь может быть, раз арт-площадка, это значит творческое место, где они смогут какие-то свои идеи воплощать, приглашать музыкантов, вообще интересных людей. После обновления библиотека продолжит ориентироваться на юных сосногорцев разных возрастов. Для самых маленьких читателей появится детская зона и зал-трансформер. Зал, который будет трансформироваться, который очень можно быстро будет
за счет того, что будет очень мобильная мебель, можно будет менять место расположения этой мебели и проводить различные мероприятия, и игровые, и просветительские. А рядом вот здесь будет зона игровая для детей. Там будут тоже амфитеатр специальный для ребят, игровая зона интересная, мягкие покрытия, опять же новые столики, стулья. Двери перед читателями обновленная детская и юношеская библиотека должна распахнуть уже в ноябре этого года. К этому времени она превратится в настоящий культурный центр, говорят специалисты. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Оказание муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства обсудили во время одноименной прямой линии. Она прошла в общественной приемной главы Коми. На вопросы граждан отвечала руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка администрации района Светлана Рубцова. Сосногорцы, звонившие на прямую линию, интересовались видами поддержки. Как правило, это были те, кто только планирует открыть свое дело. Финансовая поддержка субъектам предпринимательства у нас оказывается в рамках муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство». Для того, чтобы ее получить, вы сначала должны зарегистрироваться и только потом приобрести необходимое вам оборудование. Ни в коем случае не надо покупать оборудование как физическое лицо, его вам потом никто не субсидирует. Всего в рамках программы муниципалитет предлагает 3 вида поддержки. Субсидирование понесенных затрат на приобретение оборудования до 50%, выделение средств из бюджета на реализацию народных проектов и субсидирование на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды от 30 до 70%. Добавлю, что в эти дни проходит конкурс по субсидированию лизинга. Прием заявок проходит с 30 мая по 20 июня. Субсидия предоставляется на конкурсной основе. Выигрышной будет считаться заявка та, которая предложит более лучшие условия. Условиями могут быть официальное трудоустройство работников, уровень заработной платы работнику, и также отчисление налогов в бюджет. Если ваши условия будут лучше, вы получите больше субсидию, чем другой предприниматель. Стоит отметить, что финансовой поддержкой не смогут воспользоваться те, кто осуществляет оптовую и розничную торговлю, работают с подакцизными товарами, а также добывают и реализовывают полезные ископаемые. – 12 июня в Сосногорске пройдут мероприятия, посвященные главному государственному празднику нашей страны – Дню России. Горожан ждет насыщенная культурная и спортивная программа. Празднование начнется с активного отдыха. С 10 утра всех любителей футбола ждут на стадионе «Гладиатор», где состоится товарищеская встреча между командами Сосногорска, Ижмы и Ухты. А в 12 часов здесь же начнется первый городской турнир по народному жиму. В 16 часов в Доме культуры «Горизонт» все желающие смогут присоединиться к республиканской эстафете Всемирного фестиваля уличного кино. В рамках кинопоказов можно будет не только посмотреть, но и оценить представленные работы, отдав свой голос за лучшую. Вход свободный, однако есть возрастное ограничение. Посетить кинопоказ смогут сосногорцы старше 16 лет. С 19 часов на площади имени Гагарина начнется народное гуляние. Жители Сосногорска будут развлекать скоморохи, для них будут петь лучшие солисты сосногорской самодеятельности, а также организовано флаг-шоу. В фотозоне «Памятная хохлома» можно будет сделать памятное селфи, а малыши смогут развлечься на спортивных состязаниях. Продолжением празднования Дня России станет «Велоночь 2019». В 18 часов на площади Гагарина начнется регистрация участников велопробега. Затем в 19:30 будет дан старт традиционной велопрогулки. Для участников «Велоночи» предусмотрены призы в нескольких номинациях, а главным призом спортивного праздника станет велосипед. В завершении выпуска о погоде. На неделе жаркая погода вновь постепенно сменится прохладной. В начале недели в центральных и северных районах холодный атмосферный фронт уже понизит температурный фон до 12-17 градусов тепла. Повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и ливнями. Начиная с середины недели, под влиянием арктического антициклона ожидаются холодные ночи. Температура будет понижаться до +1-6 градусов. Есть вероятность заморозков до -2. В дневные часы прогрев воздуха тоже будет небольшим. Преобладающая температура составит +10-15 градусов. На сегодня это вся информация. Новая уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу.
Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача.